Вопросов, которые во время рабочих поездок исполняющего главы озвучивают на встречах жители, касаются развития сельского хозяйства. Таким мнением с участниками заседания исполкома межрегионального движения Коми-Войтер поделился Владимир Уйба. Причем чем севернее, тем сложнее, как правило, найти решение. Впрочем, подкупает, по его словам, в этой ситуации то, что люди не стремятся покинуть село. Развитие сельских территорий, я уже сказал, что это задача очень непростая, задача комплексная. И здесь действительно перекликается очень много наших плоскостей, в том числе и в плоскости многих наших министерств. Потому что не может человек на селе жить только работой, да, на земле. Он должен лечиться. Да, он должен заниматься физкультурой и спортом. Он должен быть уверен, что у него дети будут учиться в нормальных школах. Да, маленькие дети будут ходить в нормальные детские дошкольные учреждения. То есть это вот такой комплексный продукт и комплексная работа. И я вот говорю, что когда там сейчас встречаюсь, я уже сказал, обязательно обсуждаем, очень большое уделяем времени, много времени обсуждаем вопросы развития сельского хозяйства под помощью сельхозпроизводителям. И вот для меня самое главное сейчас это разработать подходы с тем, чтобы дать возможность толчок развитию тех людей, которые сегодня готовы, которые занимаются сегодня сельским хозяйством, и создать им возможность вот этого стартапа. В этом году по линии сельского хозяйства на 20% увеличены ставки субсидий на возмещение затрат при приобретении комбикормов, на 8,5% за содержание сельскохозяйственных животных и птиц. В ближайшее время по поручению Владимира Уйба будет выделено финансирование на повышение до 10% ставки субсидий на товарное молоко. Также дополнительные средства выделят на субсидирование приобретения техники. На год продлеваются субсидированные сроки поддержки начатых проектов по строительству и реконструкции ферм.